Расскажите, пожалуйста, об этом устройстве. Ну, это устройство как бы для таблетка, как мы ее называем, да, ее для жидкобытовых отходов. Сборник для ЖБО. Ну, мерзлые бытовые отходы, да. Она придумана для слива нечистот с неблагоустроенного жилищного фонда в строительном округе. Их расставляют на санитарных точках, сливают туда, как бы. Потом приезжает поставщик МУП Жилкомсервис, их открывает, и все это грузится в машину и вывозится на полигоны. Их установили впервые в этом году, в феврале месяце. Они были установлены. Раньше стояли короба, но как бы короба ломается, вы знаете, да, это неэффективно. Идут розливы. Сейчас розливов, видите, нету. Они все стоят там. Ну вот идет жилец с ведром, выливает туда жидкость, свои отходы, да, бытовые, воду, все как бы. Выливает, и это наполняется. Приезжает Жилкомсервис, открывает их полностью. Видите, вот болты. Они открываются, погрузчик берет вот эту как бы, да, замерзшую, и на машину сваливает, и вывозится все. Да. И обратно ставится. Есть специальные вот для жителей сделали для удобства как бы летнички, то маленькие. Вот давайте пройдем, посмотрим, как это выглядит. Конечно, не... Ну вот ведро, да, грубо говоря, вот я иду жилец, да. Я выливаю, и все. Так, да, мы посмотрим, какая картина здесь. Так, а нам здесь это вот у нас жидкие бытовые отходы, да? А чья идея была вот? Это придумано было Федором Владимиром Юрьевичем в феврале 2019 году. Их установили на строительном округе, как бы изготовили, и розливов нет, как бы. Со вчерашнего дня, с 26 января, в районе 17-го квартала на улице Пионерская начались работы по установке выгребных ям. Это плановая работа, мы ее наметили еще в конце прошлого года, в декабре месяце, чтобы нам все территории 17-го квартала, 2-го квартала обеспечить для вывоза жидких бытовых отходов, это выгребными ямами, септиками и специальными баками, которые будут разборны для вывоза бытовых отходов. То есть идея в чем? То есть раньше стоял короб, розливы были? Да, розливы были. Да, ну эти короба, видите, они ломаются, да, а это как бы на лето мы их вывозим на свою базу, убираем. Угу. Это очень хорошо придумано. То есть стало гораздо чище, да? Да, но вот видите, нету розливов. Угу. И убирать ее просто, то есть она открывается? Да, открывается, и все, ее загружают в машину и вывозят. То есть она как такая, как называется? Как... Таблетка. Как таблетка, то есть да. Она в форме такой вот шайбы да. Таблетки, она хрящ, ну как в детстве там были же вот эти вот. Да. Ну как в стакане вода замерзает, грубо говоря, только, да. Так, а это у нас, значит, мусорные баки, да? Да, это под ТКО, это вывозит Якутск-Осетия, региональный оператор. Жильцы баки заливают. Вот. Проблема то, что жильцы, как бы, да, бывает не выливают не в таблетку, да, а вот сюда от жидкие, они замерзают. Это, конечно, мы долбим, это мы убираем. Вот, видите, они заморожены, это все долбится нами. Мы... Вот. То есть вот вместо того, чтобы выливать таблетку, да. Жители сливают сюда и отходы. Да, верно. Бак для сухого. Да. Бак для сухого мусора. Бак? 48 штук. 48? Да, и еще изготавливаться будут 20 штук. 48 штук установлено... На строительном округе. Именно в строительном округе? На неблагоустроенном фонде. За счет средств каких? За счет средств субсидий. Городских бюджетов, да. Город впервые, да, в этом году? Да, поставили вот эти вот шайбы. Раньше были короба. То есть раньше да. Шайба гораздо лучше, чем... Да, намного лучше. Нету разливов. Нам изготовил их МУП Жилкомсервис, как бы. Угу. Ну, казалось бы, все гениально просто. И тем не менее, изготовленное из металла специальные сборники для сбора жидких бытовых отходов, они, получается, что из-за них у нас нет
как это правильно, разливов, да, то есть санитарные точки, территории дворовые у нас в течение зимнего периода, они абсолютно чистые. Если жильцы, ну, бывают всякие у нас жильцы, просто разбрасывают сухой мусор, это одно, а вот сами вот эти точки, они препятствуют образованию специфических наледей. За счет этого в летний период времени, значит, просто производится очистка, легкая отсыпка, да, песком вывозится все. И тогда в летний период времени здесь очень чисто, ну и нормально. Не успела начаться осень, жильцы уже начали нас атаковать, когда вы поставите, ну они называют это устройство таблетками, когда вы поставите наши таблетки, потому что вот тогда у нас всю зиму было чисто, то есть начиная с прошлого февраля и продолжая вот этот год, да, то есть жильцы очень рады были этому. С этого февраля, наверное. Ну да, февраль получается, вернее, этот. В этом году впервые выделили, да? Да. То есть можно сказать, что вы, как управляющая компания, обращаетесь в адрес городских властей, говорите о том, что вот эта практика, она нужна. И хотел бы, чтобы она в городе повсеместно, ну, у нас город же все-таки деревянный фонд. Да, обязательно. Причем это желательно, чтобы, если это будет стоять все на неблагоустроенном фонде, да, то наш город гораздо чище будет. Соответственно. Ну, не будет дополнительной оттайки, не будет дополнительных потом луж, ну, таких грязных, да, специфических. Поэтому именно это вот, казалось бы, простое устройство, оно выручит нас в весенний период. У них нет канализации, у них уличный туалет. И наши условия, конечно, у нас температурный режим 30, 40, 50. И, конечно, это те дома, которые, ну, невозможно по каким-то причинам подключить, допустим, да, к канализации. Это, ну, считается, что самый оптимальный вариант. Так, как вы можете вот, оценить вот эти устройства? Нет, ну я очень хорошо это оцениваю. Во-первых, это будет легко, наверное, снять, когда все эти жидкие отходы замерзнут. То есть не будет каких-то вот, ну как-то вот тут вот лететь грязь, вот это, когда вот это будут раньше-то вот эти убирали-то, короба там. И потом скамеечки, видите, ступенчики поставили. Очень легко можно забраться, лишь бы жители мимо не лили, да? От жителей очень много зависит. Так что спасибо большое нашей компании, этой Юнион, что позаботились о нас. То есть во дворах по сравнению с прошлыми годами стало... Очень чисто стало, кстати. Очень чисто стало. Ну, чище намного, чем раньше было. А жители как отзываются сами? Ну, жители отзываются. Кто-то хорошо, кто-то вообще, вы знаете, вот как ходили мимо вот это. Ну, а все-таки люди стали аккуратнее. Вот когда стали убирать, и люди как-то вдохновились, все-таки стараются. Когда людям создают условия, они... Да, вот когда людям создают условия, они сами стараются стать лучше и чище.